Обычный жилой дом в Казани на углу улиц Горького и Гоголя. Он появился незадолго до начала Великой Отечественной. Первые 3 этажа и сегодня жилые, и только на последнем, в квартире 28, расположился музей-квартира Мусы Джалиля. Когда я приезжаю в Казань, то первым делом для меня важно посетить, вспомнить. Для меня это дом родной. Игрушек вообще было мало, говорит Чулпан Мусеевна, а уж темнокожая кукла – редкость вообще для тех времен. У папы есть такая поэма «Джим» про негритянскую девочку. А мне он подарил в свое время куклу. Мы ее звали Тома, как отцвет той самой поэмы, которую он мне читал. Чулпан Залиловой было 4 года, когда началась война. И эта квартира – то место, откуда отец проездом из Москвы ушел на фронт. А я тяжело болела, у меня температура была, и вот он сидел рядом с кроваткой, холодил свои руки об спинку кровати и прикладывал все время, старался снять эту температуру. Вот этот последний жест, он у меня как-то на всю жизнь остался. Выпускник Московского государственного университета Муса Джалиль до того, как стать фронтовиком и поэтом-героем, работал редактором в нескольких изданиях, ответственным секретарем Союза писателей Татарской АССР, заведовал литературной частью в Татарском оперном театре, был депутатом Казанского городского совета. Я его просто не отпускала от себя, и надо сказать, что он брал меня с собой и на работу, и на репетиции оперы «Алтын Чач», сажал в ложу, я там засыпала, просыпалась в этой дивной музыке и сказке. На родину он больше не вернулся. Семья в 43-м переехала снова в Москву, где жили родители мамы Чулпан, Амины Залиловой. Конечно, с благословения главы семейства через письмо с фронта. Музей открылся в 83-м. А с 89-го бессменный заведующий здесь Назира Фаттахова. Сама уже стала членом семьи Залиловых. Для меня он прежде всего человек. Такой своим огромным желанием жить в этой жизни. В нашей экспозиции есть экспонат, который очень хорошо характеризует человека. Это шахматы. А он был заядлым шахматистом. Когда проигрывал, сам себя называл гробмейстером или грошмейстером. Была даже домашняя стенная газета «Шахматный бюллетень». Еще не было современного здания театра оперы и балета, а был татарский оперный, для становления которого немало сделал Джалиль. Он сам писал либретто для опер. Известно, что работал над 6, из них Ильдар и Алтын Чач были поставлены на сцене. Он переводил классические оперы на татарский язык. Ушел на фронт в 41-м, в плен попал тяжело раненым в июне 42-го. Назвал себя Гумеровым и изначально в документах у немцев так и значился. Потом уже узнали, что это известный татарский поэт, и решили это использовать для воздействия на умы тех, кто по разным причинам вошел в национальные легионы Германии. А он использовал эту возможность в интересах Родины. Туда отбирали людей с какими-то навыками, людей культуры, искусства. Да, и мы знаем, что там были художники, там писатели, журналисты и так далее, ученые какие-то. Создавались агитационно-концертные бригады легионеров, которые ездили по разным лагерям. По задумке фашистов, эти концерты должны были поднимать боевой дух пленных красноармейцев для борьбы с бывшими, как им казалось, соратниками. Но татарские легионеры умели добиться обратной реакции. Джалиловцы использовали эти поездки этого ансамбля для того, чтобы распространять листовки, другую литературу. Дед моей жены, Набиулла Сагидуллин из Муслимовского района, мне об этом рассказывал сам. Я сидел на таком концерте, и после того, как с этого концерта ушел, он убежал к партизанам сам. Почему, я его спрашиваю? Потому что Муса Джалиль нам читал стихи. Если бы не Муса Джалиль и его соратники, то неизвестно, куда бы повернулись легионы. Они вполне могли начать воевать против Советского Союза. Еще не поставлена точка в изучении этой истории. В прошлом году при поддержке немецких ученых и археологов удалось найти расположение бараков в местечке Вустрау, расположенном в 60 километрах от Берлина. Там, где был учебный лагерь легионеров разных национальностей и вероисповеданий. Мусульмане, кавказцы и так далее. То есть те, кто, по мнению оккупантов, должны были быть обижены на советскую власть. Нашлась, к примеру, пластинка с татарскими национальными и советскими песнями, записанная под присмотром нацистов. Там есть Кубалягам мелодия, да, без слов, народная песня. Там есть такая знаменитая песня «Яшигетлар яшкызлар». Там ансамбль и исполнитель
исполняет только, если я не ошибаюсь, первые 2 куплета, да, где говорится, что вот там молодые парни и девушки возвращаются, значит, с поля, с работы и поют. Все заключенные знали последний куплет этой песни. А последний куплет был такой, что когда враг придет на нашу родину, то мы также с песней возьмем в руки оружие и будем сражаться против врага. Историки говорят, что даже сама казнь джалиловцев показала, что к ним было особое отношение гитлеровцев. Суд Рейха приговор вывел очень важный. За ущерб, нанесенный военной мощи Рейха. Казнены были они показательной казнью. Именно чтобы все татары услышали об этом. Гильотина – это смертная казнь, которой приговаривали врагов, которые представляли серьезную опасность для Третьего Рейха. Драматург-сценарист Мансур Гилязов ссылается на слова брата Искандера Гилязова, историка, директора Института татарской энциклопедии, который тоже посвятил много лет изучению истории Мусы Джалиля и его соратников. Он является таким объединяющей нашу нацию личностью. Жизнь моя, песня звенела в народе, смерть моя, песней борьбы прозвучит. Приговор сегодня объявили. К смертной казни он приговорен. Тихо в камере, с ночного неба полная луна глядит грустя. А бедняга думает, что будет сиротой расти его дитя. Зуфар Давлетшин, Роман Безменов. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.